Принятые меры по Вуктылу помогли стабилизировать теплоснабжение города. С 14 февраля инцидентов на сетях не зафиксировано. Но остаются вопросы к соблюдению температурного режима в квартирах и к работе котельной, которая находится в частной собственности. Прокуратура Вуктыла проводит проверку в связи с многочисленными жалобами местных жителей о ненадлежащем оказании услуг по горячему водоснабжению и отоплению. Привлечены специалисты Ростехнадзора. В ходе проверки будет дана оценка действиям органов местного самоуправления, ресурсоснабжающей организации и контролирующих органов. Как сегодня обстоят дела в Вуктыле, знает Татьяна Супряткина. Вот так в некоторых вуктыльских квартирах отогревались до сегодняшнего дня, используя всевозможные ресурсы – электрообогреватели и даже газовые плиты. Батареи тем временем не отогревали помещения выше 10 градусов. Вот отапливаемся, как ходим. Вот так, и так постоянно, да. Постоянно 2 одеяла, спим под 2 одеялами. 14 февраля 2 котла центральной котельной города снизили подачу тепла. Перебои в работе агрегатов устранили быстро. Кроме того, запланировали приобрести еще один котел и, что самое главное, частично заменить ветхие теплосети. Сформированы ремонтные бригады специалистов для оперативного реагирования на случаи нештатных ситуаций. Теплоснабжение города обеспечивается центральной котельной, в которой на 2 работающих котла есть 1 резервный. Резервный котел – это дополнительная возможность в случае нештатных ситуаций. В период аномальных морозов создаются ремонтные бригады, которые всегда готовы оказать оперативную помощь. На случай возникновения ЧС все было организовано. Сегодня ситуация с теплоснабжением в Вуктыле стабилизировалась, заверяют местные власти. Тем не менее, не во всем городе. Причины случившегося в муниципалитете выясняют специалисты Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Коми и городской администрации. Ситуация с теплоснабжением на постоянном контроле профильного ведомства. Дабы реально оценить, как они, насколько грамотно управляют собой, да, как они организуют свою работу, мы запросили, чтобы они до 1 апреля текущего года подготовили план оздоровления своего предприятия. В помощь им мы отправили, о чем мы договорились на том же совещании, специалистов нашей республиканской коми-тепловой компании, которые проводили уже не просто визуально, а более детально с изучением документации, аудит деятельности аквасервиса и аудит в первую очередь технический. Руководитель ведомства выезжал в Вуктыл еще в январе, чтобы решить проблему с теплоснабжением. И сегодня ведется работа, чтобы настроить ритмичную работу всего комплекса ЖКХ. Кроме того, министр направил запросы в МВД, прокуратуру, комитет по тарифам и жилинспекцию, чтобы провести проверку ресурсоснабжающих организаций Вуктыла. Татьяна Супряткина, Елена Кононова, Илья Пузанов, телеканал Юрган, Вуктыл. Руководитель регионального министерства строительства и ЖКХ Игорь Кузьмичев обратился к жителям Вуктыльского района и принес извинения за временные перебои в системе теплоснабжения. Напомню, накануне мы сообщали, что жители Вуктыла в эти дни были вынуждены отапливать квартиры газовыми плитами и электрическими обогревателями. Местная котельная не справилась с холодами. Как рассказала руководитель администрации Вуктыла Гульнара Идрисова, на центральной котельной города из 3 котлов работают 2. Она отметила, что по информации ресурсоснабжающей организации планируется приобретение дополнительного котла и частичная замена ветхих сетей.